Здравствуйте, мои любимые! Рожь-баш. Сегодня я вам расскажу курдскую сказку. Называется она «Умная девушка». Однажды падишах сказал своему визиру. Визир – это министр в восточных странах. Вот тебе баран, сведи его на базар, ты должен выручить за него деньги, получить шерсть, перенести мне 2 кебаба и вернуть живого барана. Переоделся визир в одежду дервиша и пустился в путь. Дервиш – это странник-философ. Встретил он по дороге юношу. Пошли вместе. Преградила им путь небольшая речка. Визир предложил: брат, давай сделаем мост, одному из нас будет легче. Удивился спутник: ты что, глупец, как мы его с тобой вдвоем сделаем? Пошли они дальше. Увидели впереди холм. Дервиш предложил: давай сделаем лестницу и быстро поднимемся по ней. Спутник опять удивился: Дервиш, ты совсем глупый. Как это можно сделать здесь лестницу и зачем? Двинулись они дальше. Долго взбирались на холм, потом спускались. Наконец вышли к полю. Дервиш спросил: вот бы узнать, хозяин поля сел свой урожай или нет. Рассердился спутник: да ты, видно, совсем дурак. Поле еще не скошено. Как же он мог съесть его? Дервиш и юноша вошли в город. Дервиш спросил со вздохом: город, ты жив или разорен? Да разрушится твой дом, вскликнул юноша. Ты же видишь, сколько здесь народу. Значит, он живет. И почему он должен быть разорен? Дервиш направился в гостиницу, а юноша пошел домой. Пришел и говорит сестре: сестрица, я сегодня встретил такого глупого дервиша, никогда таких не видел. А почему он показался тебе таким? Ну-ка расскажи, что он тебе глупого сказал. Дошли до маленькой речки, а он сказал: давай сделаем мост, одному из нас будет легче. Сестра перебила брата: брат, дервиш умный, ты глупый. Он хотел сказать: давай один из нас перенесет другого, одному будет легче. Вот и мост. Хорошо, пусть будет так. Попался нам на пути холм. Он сказал: давай сделаем лестницу и быстро поднимемся по ней. Ну не глупости ли? Глупенький-то ты, а дервиш умный. Он хотел сказать: пусть один из нас расскажет что-нибудь, так и поднимемся незаметно. Ну хорошо, но когда мы дошли до поля, он спросил: вот бы узнать, хозяин этого поля сел свой урожай или нет. Брат, этот дервиш очень умный. Он хотел спросить, должник ли хозяин этого поля или нет. Ладно, согласен с тобой, сестра. Но вошли мы в город, народу полно, а он спрашивает: город, ты жив или разорен? Брат, какой ты глупый. Ведь ты должен был сказать: добро пожаловать к нам в дом. А куда тот дервиш ушел? Он пошел в гостиницу. Брат, вот тебе 12 лепешек и 30 яиц. Отнеси их дервишу. По дороге юноша подумал: откуда дервишу знать, сколько здесь лепешек и яиц? Взял он, да и съел одну лепешку и 2 яйца. Принес он еду дервишу. Развязал дервишу залог, сосчитал лепешки и яйца и обратился к юноше: дружище, у вас в году 11 месяцев и 28 дней? Юноша не понял вопроса дервиша, но ничего не ответил и вернулся домой. И говорит сестре: сестрица, а я все-таки прав, вы оба какие-то глупые. Спросил он меня: в году у вас 11 месяцев и 28 дней? Тут сестра рассердилась: да чтоб тебя! Ты зачем по дороге съел лепешку и 2 яйца? Потом он так и сказал: пойди пригласи его к нам в гости. Юноша пошел
привел дервиша. Вошел дервиш в дом, поздоровался. Салам алейкум, добрая девушка. Алейкум салам, всеведущий дервиш. Пригласила девушка гостя присесть. Я визир падишаха. Дал мне падишах барана и поставил условие, чтобы за него и деньги выручить, и шерсть получить, и 2 кебаба принести, при этом вернуть ему барана в целости и сохранности. Говорит девушка, гость дорогой, что ж тут трудного? Барана надо остричь, половину шерсти отнести на базар, продать, а половину оставить. Вот и деньги, и шерсть. Потом надо отрезать у барана яйца, из них приготовить 2 кебаба и понести падишаху. Радостно вернулся визирь в город и поступил так, как посоветовала ему девушка. Спросил падишах визира: визирь, у тебя был советчик? Скажи мне правду, я тебя помилую. Пришлось визиру рассказать падишаху о мудрой девушке. Падишах приказал визиру: иди и сосватай мне эту девушку. Пришел визирь к девушке и сказал ей: добрая девушка, я пришел сватать тебя самому падишаху. Что же, я не против, только цену калыма назначу сама. Калым – это в старину выкуп за невесту. И сказала девушка: 20 ягнят, 30 волков, 40 львов, 50 верблюдов, 60 лис, 70 шкур, 80 мудрецов. Вот мой калым. Вернулся визирь к падишаху и передал ему условия девушки. Падишах подумал и ответил: девушка права. Мужчина в 20 лет подобен ягненку. В 30 лет он как волк. В 40 лет словно лев. В 50 лет верблюд. В 60 лет он хитер как лиса. В 70 лет тот мужчина остается лишь внешний вид, шкура. А в 80 лет он становится мудрым. Она достойна моего сына. И стала умная девушка женой сына падишаха. Вот так, мои хорошие, мудрость и ум – самое большое богатство жизни. До новых встреч!